Очень плохо. В плане плохо. Да? В плане Ну, плохо. список очень. Список. Ну, составлением списка, значит, окончательный список формируете, составлять ГРЭС, а все упрек в адрес избирательной комиссии. Кого-то перевели без никаких оснований. Кто-то написал заявление по форме номер 2, и не обработаны. Остались вот такие случаев очень много. Очень много. Значит, сбой техники, значит, так. Иногда это самое, машина чек не выписывает, а без чека бюллетень не может выдавать. Как бы в таких случаях вопрос остается открытым. Говорят, с утра в 50 участках не работала система. Так Нам поступило из 2 участков из города Бишкек. 1061, 1060, что база не работает, закрытая база. Мы приняли меры, позвонили директору Инфоком, фирме, директору. Они через 30 минут приняли меры, наладили. Много? Но телефон не замолкает. В основном на что жалуются? На списки избирателей, на то, что их нет в списке избирателей. Или ГРЭС, например, форму номер 2 принял, но не перевел их в свой участок и так далее. А вы как фиксируете? Вы по этим жалобам как-то перепроверяете или что делаете? Или просто вы фиксируете и все? Просто фиксируем. Ну, смотрите, форму номер 2 не заполнили, скажем, да, в участке. ГРЭС их не перевел. Это уже обращение полностью к ГРЭС. Ну, вот смотрите, люди звонят вам, жалуются. Вы фиксируете эти звонки и жалобы. И что дальше? Вы принимаете какие-то решения? Ну, конечно же. Какие? В основном сегодня жалобы, например, они по отпечаткам пальцев их проверяют, но компьютер их не идентифицирует. Но в основном участки не знают, что есть постановление. Мы связываемся с участками, сразу же телефоны берем, связываемся, объясняем им, что можно на основе печатных данных, печатных списков избирателей пропускать и так далее. Мы сразу же с участками связываемся и решаем вопрос. То есть не обязательно сдавать отпечатки, можно... Можно по печатному, если компьютер их не идентифицировал, то можно по печатному списку избирателей. Это разве не на нарушение? основе ПИН-номера и фотографии. Нет, постановление есть. Да? 146 пункт 2. На основе этого мы и даем указания. А факты подкупа, вот часто писали в социальных сетях, сейчас можно увидеть. Факты агитации, факты подкупов. По этим фактам какие-либо жалобы были? Сегодня не поступало. Вчера был звонок, 3 звонка, точнее, по партии «Новый прогресс», что на зарубежном канале идет их агитационный ролик. Вот. Мы сразу же в рабочую группу обратились, они приняли меры. Нет, а вот сейчас по выборам? Сегодня нет. Подкуп голосов? Не поступало еще жалоб. Хорошо, спасибо. А получается, звонки все, это горячие линии по Бишкеку? Да. Не по Бишкеку, по всему Кыргызстану. По всему Кыргызстану. Да. Вы можете назвать номер телефона? 66 03 19. 0312 66 03 19. 66 03 19. Да.